Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Этот пятничный эфир с вами встречаем мы, Степан Федоренко и Полина Долинская. Сегодня мы узнаем, какое лекарство от коронавируса изобрели в Бельгии. Также покажем вам Лебединое озеро на танке. Увидим, как артисты балета выступили на броне. А также в День российского кино мы узнаем, какие фильмы полюбились нашим якутским зрителям. Ну а наш шеф-повар в это утро приготовит вкуснейшие банановые панкейки. Начинайте это утро с нами, будьте с нами. Напоминаем вам наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Присылайте на него свои приветы, поздравления, а также просто какие-то интересные, позитивные новости и события. Делитесь планами на эти выходные, а также напоминаем, что у нас есть страничка в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите анонсы предыдущих, будущих программ. Ну а если по какой-то причине у вас нет возможности посмотреть нас в прямом эфире, вы всегда можете посмотреть нас в повторе на нашем YouTube-канале Як Якутия, як24.ру. Да. Ну что ж, далее информация о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 10-14 градусов. В заречной группе от 10 до 14. В южных, в Нерюнгриф это утро плюс 8, в Алдане плюс 11. В Вилюйской группе от 9 до 10 градусов выше 0. В Нижнеленских 7-11, в западных 7-10, а в Колымо-Индигирской группе улусов потеплело на Белой горе 8 градусов в это утро. 11 градусов в Зырянке и Гуснере. В Янских от 8 до 11, на северо-западе от 3 до 8 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 12 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный дует со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают нам день без осадков. Ветер северо-западный подует с порывами от 8 до 13 метров. Днем температура воздуха 15-17 градусов со знаком плюс. Ну что ж, вот на наш WhatsApp номер приходит сообщение. Друзья, нам очень приятно, что вместе с нами вы создаете это настроение. Прямо сейчас на своих экранах вы можете видеть, что нас смотрят аж в Уснере. Да, это как раз наш вчерашний эфир. Друзья, мы предлагаем вам тоже интерактив. Отправляйте фотографии наших эфиров, как вы их смотрите, да, свои фотографии, селфи на фоне телевизора. Вот еще одна телезрительница делится плодами своего огорода. Как раз-таки, видимо, по нашему вчерашнему эфиру она собирается сделать вкусный, тот самый полезный завтрак, полезный смузи, да. Добавить в него помидор. Да, будет очень вкусно. Так что, друзья, участвуйте вместе с нами в интерактивах, создавайте настроение по номеру 8 914 273 44 88. Ну, а мы с вами поделимся актуальными, свежими новостями из мира, России и республики. Накануне глава республики Айсен Николаев поучаствовал в церемонии открытия первого частного бизнес-инкубатора в Нижнем Бестяхе. В сельской местности впервые открывается частный производственный парк для малого бизнеса, который был создан при поддержке муниципального района и компании. Мегино-Кангаласский район по всем направлениям ведет активное развитие. Администрация УЛСа активно поддерживает малое предпринимательство. Айсен Николаев отметил, что поддержка сельскохозяйственного и производственного малого бизнеса в сельских районах даст возможность решать задачи по удовлетворению потребностей жителей сельской местности в качественных товарах, повышению доходов селян, а также развитию занятости населения. На первом этапе в производственном парке планируется построить продукцию для строительной отрасли, которая на сегодняшний день востребована по всей Якутии. Я сегодня очень рада, что именно представители местного производства стали новыми резидентами первого бизнес-инкубатора. Сегодня здесь создаются новые рабочие места, здесь создаются продукты, которые мы, я думаю, можем в скором времени не только использовать на самообеспечении региона, но и, возможно, экспортировать в соседние республики. Я думаю, что перспективы у наших предпринимателей достаточно серьезные. И самое
главное, у них есть амбиции, желание развиваться. Они активно принимают молодые кадры, которые как раз живут в Мегино-Кангаласском районе. В Хангаласском улусе продолжается заготовка кормов. На сегодняшний день накошено 19 тысяч гектаров, заготовлено свыше 21 тысячи тонн сена, что составляет 65% от плана. Как сообщают в департаменте сельского хозяйства района, наращиваются темпы заготовки силоса и сенажа. Силос на текущий момент заготовлено 1000 тонн, это 38% от плана. Сенажа сейчас заготовлено 230 тонн, при плане 3300 тонн. В Качекасском наследии на этой неделе кормозаготовительная кампания подошла к концу. Кооператив в первом из организованных хозяйств выполнил намеченные показатели. Они заготовили 450 тонн сена, работала одна бригада. Среди муниципальных образований, близких к заветному рубежу, Покровск, Истинский, Мальжагарский 2 и Мальжагарский 1 наслега. Многие российские университеты начали дополнительный набор абитуриентов как на платные, так и на бюджетные места. Среди таких вузов МГУ, МГСУ, МАДИ, МФТИ и другие, в том числе региональные. По мнению экспертов, вузы не смогли набрать достаточное число первокурсников из-за отмены второй волны зачисления. Ранее абитуриенты могли направить свои результаты ЕГЭ в 5 разных вузов. В этом году они могли попробовать свои силы на 10 факультетов, но в одном вузе. А непосредственно перед зачислением должны были окончательно определиться с выбором. Полин, расскажи, вот с чего начинается твое утро? Ну, мое утро традиционно начинается со стакана чистой воды, которую я выпиваю натощак. Да, вот ты правильно делаешь, потому что стакан, простой стакан, простой, самой обыкновенной воды очень помогает организму, во-первых, прийти в тонус, а во-вторых, омоложению, говорят, помогает организму. А еще важно, чтобы вода была чистая. Да, это безусловно важно, это немаловажный фактор, тем более, что качественной питьевой водой из централизованных систем в городе Якутске обеспечено всего около 60% населения. Но радует, что и сельские жители в последнее время получают доступ к чистой воде. В 2 селах Ленского района появилась новая система водоснабжения. Первую водоочистную станцию в Ленском районе открыли в селе Чемча по программе «Чистая вода» в конце июля. На это поселениям выделяется по 1 миллиону рублей. Еще одну станцию построили в селе Артанахара. В блочно-модульном комплексе стоит 2 емкости. В первую скважины поступает 2000 литров воды, затем она проходит 6 уровней очистки. И механическая идет, и грубая чистка от вредных примесей. Идет также ультрафиолетовая чистка, она идет, очищает воду от таких микробов вредных. И угольная чистка очищает воду от соли, тяжелых металлов. И стоит такой блок, она чисто для улучшения вкусового качества воды. За час станция выдает 250 литров чистой воды. Пока что она работает в тестовом режиме. Жители приходят и набирают воду бесплатно. Осенью за 20 литров чемчинцы будут отдавать примерно 80 рублей. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». А еще будет очень хорошей привычкой, кроме стакана воды натощак, по утрам делать хотя бы маленькую разминку или зарядку. Так что, друзья, присоединяйтесь к нашему йога-тренеру вместе в это утро, бодритесь и начинайте день правильно. Доброе утро! Сегодня комплекс упражнений на укрепление мышц спины, живота и ног. Приступаем к нашим упражнениям. Переходим с вами в наклон и медленно поднимаемся наверх. Напоминаю, что каждое упражнение нужно делать по 3 раза. Дальше мы вытягиваем ногу назад, руки параллельны вашему коврику и соединяем ладони вместе. Укрепляем ноги, задняя нога ваша натянута. Возвращаемся в исходное положение и завершаем.
Следующая асана у нас треугольника, триконасана. Мы плавно опускаемся по прямой ноге, располагаем удобно, так, чтобы вам было комфортно. Рука вытянута вверх. Взгляд направляем на потолок, шея открыта, плечо опускаем вниз. Возвращаемся в исходное положение. Руки параллельны коврику. Ощущение, будто сзади стена, плечи выравниваются, и за счет этого мышцы живота подтягиваются. Переходим к следующему. Подтянули колено, отводим назад и учимся ловить баланс. Хорошо. И то же самое с другой стороны. Мы завершаем наши упражнения на укрепление нашего тела. Прекрасного вам дня! Пусть в ваших сердцах светит солнце. В Якутске проходит акция «Добрый портфель» в поддержку учащихся коррекционных школ. Акцию запустила Центральная библиотечная система Якутска совместно с благотворительным фондом «Харысхал». Кто и как сможет принять участие в этой акции, мы сегодня спросим у нашего гостя. Альберт Шадрин, главный библиотекарь Центрально-библиотечных услуг «Смарт-библиотека 203». Альберт, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, про акцию «Добрый портфель». Что она под собой подразумевает? Акция «Добрый портфель» был инициирован нашей библиотекой «Смарт», совместно с благотворительным фондом «Харысхал» в 2020 году. В конце августа где-то мы его инициировали, и за неделю мы собрали канцелярские принадлежности, где-то около 100 килограмм канцелярских принадлежностей для двух школ. Ну, получается, вы в этом году решили повторить, да, эту акцию? Да, мы Ну, увидели, она оказалась востребована, получается, да? да, мы увидели очень активные, скажем так, активную помощь населения нашего города и решили в этом году сделать его ежегодной. То есть, кроме благотворительного фонда, вам еще и помогали простые горожане? Да, акция начиналась как акция нашей библиотеки «Смарт» и благотворительного фонда «Харысхал», но нас поддержали библиотеки, филиалы, а их целых 17 у нас по городу, и библиотека стала сетевой, уже сетевая акция централизованной библиотечной системы. И вот Это пока только по Якутску, да, работает? Да, и все эти библиотеки как бы бросили клич населению города Якутска, и вот население нам помогло. Добрый портфель под собой подразумевает, что учащихся коррекционных школ вы как бы помогаете их обеспечить теми самыми канцелярскими какими-то товарами, да? Да, мы очень тесно сотрудничаем с благотворительным фондом «Харысхал» и разделяем их стремление делать добрые дела. И в прошлом году, когда к нам пришла такая идея, «Добрый портфель», мы с ними это обсудили и вот пришли к тому, чтобы для начала помочь двум школам. Коррекционной школе номер 4 и школе-интернату для неслышащих. Ну вот увидев такие результаты, которые нас очень вдохновили, и поэтому мы решили сделать его ежегодной. В этом году мы собираем уже канцелярские принадлежности для школы номер 22, коррекционной школы номер 22 и речевой школы. А вы не считали, скольким детям вы помогли прям по количеству? Нет, к сожалению, Слушай, мы такого не 100 сделали. килограмм это канцелярских товаров. А кто внес наиболее весомую помощь? Я бы не сказал, нельзя, наверное, сказать, что кто-то внес такую какую-то помощь большую. Ведь каждый от души все это приносил, даже если одну ручку, одну тетрадку. И
мы считаем, что поддержка это не обязательно какая-то канцелярская принадлежность или что там. Даже просто перепост нашей публикации это уже поддержка. Ведь тогда узнает еще больше людей про нашу добрую акцию. А вот как принять участие? Куда можно обратиться? Куда прийти? Каким образом самим принести те самые канцелярские товары? Либо куда-то, может быть, отправить какую-то финансовую помощь, поддержку? Финансовую помощь мы не принимаем, но канцелярские принадлежности можно будет принести в нашу библиотеку, смарт-библиотеку На по 203-м. улице Ларионова, 12А. На первом этаже у нас стоит коробочка с наименованием акции. Все туда можно будет сложить. А вот что для вас лично вот дает участие вот в таких благотворительных акциях? Почему вы этим занимаетесь? Для меня лично это как бы подарить что-то позитивное миру, скажем так, сделать добро. А так наша библиотека поддерживает такие благотворительные акции. Кроме нашей акции вот «Добрый портфель», у нас есть еще акция «Умный подарок». Это что такое? Это уже перед Новым годом мы собираем новогодние мешочки для, боюсь ошибиться, для школы сирот, по-моему, было. Сейчас я не могу длинное название. А также мы поддерживаем другие акции, республиканские, городские. Коробка храбрости мы ежегодно участвуем в июне, в ноябре. Вот недавно, совсем неделю назад, вот акция от МВД была, комплекты для первоклассников. Там тоже очень Альберт, ну вот у вас есть возможность обратиться к жителям республики, рассказать им про благотворительность, призвать. Пожалуйста. Для начала я бы хотел от имени централизованной библиотечной системы выразить благодарность всем жителям, кто помогает нам в этой акции. Мы это очень ценим и гордимся, что у нас такие жители. Те, кто хотят еще нам помочь собрать канцелярские принадлежности, у вас есть шанс, скажем так, в эту пятницу и в понедельник принести нам канцелярские принадлежности. 1 сентября мы уже разведем то, что мы собрали по 2 школам. Спасибо большое. Спасибо вам большое, во-первых, за такие акции, за то, что вы делаете такие замечательные, добрые, прекрасные поступки для детей, для тех самых школьников. Мы очень рады, что вы сегодня посетили нас в это утро, и хорошего вам дня. Спасибо. А до 1 сентября остались буквально считанные дни. Ну и мы предлагаем вам, друзья, в нашей традиционной рубрике «Музейный гид» посмотреть на школы и классы 50 лет назад. Скоро 1 сентября. Прозвенит школьный звонок, и начнется новый учебный год. Идет время, меняется форма и содержание обучения. Неизменными остаются только учитель и его ученики. От гусиного пера к шариковой ручке, от сельской избы к просторным классам. Многое меняется в школьной жизни. И сегодня с помощью картины художника Михаила Лукина мы заглянем в школьный класс далеких 50-х годов Якутии. Художник очень хорошо передал оживление, которое царит на этой картине. Смущение и гордость молодой учительницы, которая вошла в школьный класс. Интерес и любопытство ее учеников. Сейчас немножко забыта старая и добрая традиция, когда директор представлял учителей коллективу, ученикам и педагогам. Именно этот момент изобразил художник Михаил Лукин. Обратите внимание, в классе только девочки. А где же мальчишки? Дело в том, что картина была написана в то время, когда в школах советской страны, в городских школах, было раздельное обучение. Мальчики и девочки учились в разных школах. А какой же школьный класс без классной доски? Раньше доски покрывали черной краской и делали их из сланца. А чуть позже в школах мы видели доски зеленого цвета. Художник очень внимателен к деталям.
Обратите внимание на школьные парты. Они были сконструированы в XIX веке, пережили революцию и перекочевали в СССР. Такие парты были очень удобные. Их еще помнят наши дедушки и бабушки. А какая форма у этих девочек? Черные форменные платьица или коричневые, с черными или нарядными белыми фарточками. На голове строгая прическа. Этого требовала школьная дисциплина. Вот такие интересные подробности школьной жизни мы узнали, познакомившись с картиной Михаила Лукина. Михаил Лукин родился в Мегино-Кангаласском районе. Он был одним из первых выпускников молодого Якутского художественного училища, которое только открылось. Художник Михаил Лукин имел свою живописную манеру, яркость цвета, сложная композиция, смелые повороты фигур. Это все его творчество. Он вошел смело и ярко в изобразительную жизнь искусства Якутии и оставил свой неповторимый, незабываемый след. На очереди наша следующая постоянная пятничная рубрика, посвященная науке и технологиям. В этот раз мы расскажем о крупных научных учреждениях Якутии. Доброе утро! Сегодня мы будем говорить про академическую науку и, в частности, про научные учреждения, которые ее представляют. Одним из самых старейших научных учреждений у нас является Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Он у нас был открыт в 1935 году самим Платоном Аюнским, и его миссией является сохранение языка, культуры и истории малочисленных народов Севера. Еще одним из старейших институтов на территории Якутии у нас является Институт мерзлотоведения. Он у нас был открыт в 1960 году. Его первым директором был Мельников Павел Иванович. Он был очень выдающимся человеком с мировым именем, ученым. Потому что в 60-е и 70-е годы, когда у нас в разгаре была холодная война, ему это никак не мешало путешествовать по всему миру, на Запад, и также контактировать с другими мерзлотоведами. Из его таких отличительных черт можно отметить то, что он был председателем Мирового общества мерзлотоведов, вот советский ученый из закрытой страны, и все признавали его талант, и все признавали его научные достижения. Сам Институт мерзлотоведения занимается, как понятно из названия, изучением мерзлоты. Благодаря ним у нас активно развивается инфраструктура, благодаря ним мы можем строить такие высокие здания. И еще таким вот старейшим институтом является Институт геологии алмаза и благородного металла. Был он открыт в 1957 году, и как он был только открыт, у нас геологи начинают путешествовать по всей Якутии, по всем улусам и районам и активно исследовать наши недра. И в отличие от таких вот старейших институтов, у нас также и представлены и более молодые, скажем так, учреждения, например, как Якутский научный центр комплексных медицинских проблем. Он у нас изучает проблемы, связанные со здоровьем граждан Якутии. Их одним из самых таких вот выдающихся изобретений является теплоизолирующая повязка, которая спасает конечности от обморожения. И на данный момент они ведут большое количество исследований в данном направлении. Таким образом, ученые Якутии и научные учреждения Якутии внесли неоценимый вклад в развитие нашей республики. Эта выставка работает до конца этого года. Она является бесплатной. Мы вас всех на ней ждем. Именно наука двигает жизнь и тогда, и сейчас. Достижение и скорость развития науки зависит, не побоимся этого слова, все наше человечество. Так что, друзья, слушайте, новая полезная информация. В Бельгии ученые приступили к клиническим испытаниям препарата против коронавируса, созданного на основе антител ламы. Они обладают особыми свойствами, которые позволяют быстро сформировать у человека иммунитет против опасной инфекции.
Бельгийские ученые приступили к клиническим испытаниям препарата против коронавируса, созданного на основе антител ламы. В них участвуют здоровые добровольцы и пациенты, заразившиеся ковидом. Ранние исследования на мышах и хомяках показали, что лекарство эффективно в борьбе с вирусом, включая наиболее заразный дельта-штамм. Дело в том, что при заражении ламы и другие животные семейства верблюжьих вырабатывают два типа антител. Первые схожи с человеческими, вторые по размерам гораздо меньше. Их еще называют нанотелами. Именно они способны быстро сформировать иммунитет. Антитела ламы по размеру меньше, чем у людей. Это дает ряд преимуществ. Их можно синтезировать по простой технологии, используя бактерии, дрожжи, а также они очень стабильны. Вы можете без проблем хранить их при комнатной температуре. Кроме того, небольшой размер позволяет им быстрее подобраться к вирусу. Обычным антителам это труднее сделать, так что размер действительно имеет значение. Разработчики препарата отмечают, что он не заменит вакцину, поскольку не имеет долгосрочного эффекта, но будет полезен для защиты людей с ослабленной иммунной системой, а также в лечении. Лекарство поможет организму быстро сформировать устойчивость к вирусу, облегчить течение болезни и ускорить выписку госпитализированных пациентов. Ну что ж, на нашем WhatsApp-номере есть одно сообщение. Прочитаем. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем День российского кино. Мы впервые отметили День советского кино в 1979 году. С этим я поздравляю всех работников кино республики. Ветеранам кино желаю всего хорошего, счастья, здоровья, попутного ветра. Ветеран кино Легентей Титов из села Тюнгюлю. Мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям, а также поздравляем всех любителей российского кино. Да, ведь именно сегодня, 27 августа, отмечается этот праздник. Друзья, самое время узнать, какие еще праздники, даты и события выпадают на сегодняшний день. На календаре 27 августа. Сегодня отмечают День нефти, День любителей бананов, праздник пролетающих облаков, День ленточек и бубенчиков, День просто так, День запеченного крема. Также сегодня отмечают День российского кино, профессиональный праздник работников, которые имеют отношение к кинематографу, сценаристов, режиссеров, операторов, актеров, каскадеров, вспомогательный персонал. Значение праздника – показать важность кинематографа в культурной жизни страны. В этот день проводятся кинопоказы, а выдающимся деятелям кинематографа вручают награды и почетные грамоты. По народному календарю в этот день чтут память одного из 12 малых пророков – Михея Маросфетянина. Также в народе в эту дату празднуют День каменщика. Людей этой профессии чтят со времен Руси. Особое уважение высказывают строителям храмов. Этот день завершает Успенский пост, после чего начинается время свадеб. В старину к этому сроку старались завершить все полевые работы. Также помогали вдовам и сиротам. Сильный ветер сегодня предсказывает дождливый сентябрь. События в этот день. В 1875 году был открыт химический элемент галлий. В этот день в России был создан футбольный клуб ЦСКА. Совнарком принял директ о национализации всей кино- и фотопромышленности России. С 1979 года эта дата отмечалась как День советского кино, ныне как День российского кино. В 1922 году вышел в тираж первый номер сатирического журнала «Крокодил». В этот день вышло в свет первое издание книги рекордов Гиннесса. Также в этот день в СССР было принято постановление о награждении лучших выпускников школ медалями. Постановлением ЦК КПСС организован Институт военной истории. В 2005 году состоялось открытие Казанского метро. В этот день родились Чарльз Роллс, британский гонщик и авиатор, соучредитель компании Rolls-Royce. Петр Врангель родился в 1878 году. Русский военный и политический деятель, один из руководителей Белого движения. Фаина Раневская родилась в этот день. Советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Богдан Ступка, российский и украинский актер театра и кино, народный артист СССР и Украины. Именины сегодня отмечают Федор, Теодор, Семен, Николай, Матвей, Вальдемар, Владимир, Василий, Аркадий, Алексей, Александр, Евдокия, Ева. Ну что ж, к теме кино, посвященной Дню российского кино, мы обязательно еще вернемся сегодня в нашей программе. Ну а сейчас выпуск новостей. Под
Подготовку школ к новому учебному году обсудил председатель правительства республики с главами районов. Всего по сообщению министра образования Михаила Сивцева, 90% объектов образования на сегодня готовы к сезону. Это 640 школ, 544 дошкольных учреждений и 181 учреждение дополнительного образования. При этом, как отметил Андрей Тарасенко, учеба будет очная, поэтому особенно важно подготовиться к отопительному сезону, отработать вопросы пожарной безопасности и недопущения распространения коронавирусной инфекции среди учащихся. По началу учебного года, да, вот у нас 1365 школ. Все сегодня школы должны пройти аттестацию как у Роспотребнадзора, пожарной безопасности, по теплу. Это большой комплекс работ, который надо запустить. И 1 сентября мы должны знать, что все у нас начинает от интернета и кончая там горячим питанием, все работает. Также в новом учебном году в 6 учреждениях профтехобразования распахнут свои двери учебно-производственные мастерские для качественной подготовки кадров. Из них 4 мастерские откроют в Жатайском техникуме в рамках национального проекта образования. Преподаватели также прошли профессиональную подготовку по новым дисциплинам. В новых мастерских студентов будут обучать таким компетенциям, как обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, мехатроника, мобильная робототехника и сборка корпусов металлических суд. Тем самым в современных мастерских будут готовить квалифицированные кадры для строительства Жатайской судоверфи. Подобные мастерские также организовали в Нерюнгринском и Мирнинском техникумах, в Якутском медицинском колледже и инфраструктурном колледже СВФУ. В прошлом году наши учреждения напрямую подавали заявку в конкурс Минпросвещения, и по итогам которого в этом году мы привлекли более 240 миллионов федеральных средств. И благодаря этому мы открываем сегодня 28 мастерских на базе 6 образовательных учреждений, которые реализуют программы среднего профобразования. В этом году основным изменением было то, что республика подавала единую заявку на все учреждения, и мы подавали заявку на развитие мастерских до 2024 года на 3 года. Протоколом уже результаты утверждены. Республика Саха-Якутия привлечет благодаря выигранному гранту более 200 миллионов рублей на создание еще 42 мастерских на базе порядка 20 учреждений. Детеныша косули по кличке Кайсо, которого на одном из островов спасли неравнодушные якутяне, сняли в эпизоде фильма кинорежиссера Константина Тимофеева. Спасенный людьми детеныш сыграл небольшую роль в новом фильме «Лоокут Вона Нюргухон». Режиссер отметил, что до места съемок Кайсо добрался спокойно и даже засыпал по пути. Напомню, новорожденного детеныша косули спасли на островах близ Якутска в начале июня. Поначалу косуленок был слаб, но после осмотра ветеринаров и капельницы почувствовал себя лучше. В данное время он содержится в контактном мини-зоопарке «Зоополис». Вот так вот даже косули в принимают республике кино участие, настолько развито, что ничего даром, ничего просто так не пропадает и не лежит, и не бегает. А какие отечественные фильмы предпочитают наши якутяне и как изменился кинорынок в период пандемии? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Александр Лаврентьевич Тарский, исполняющий обязанности генерального директора кинотеатра «Центральный», и Оксана Валерьевна Пешкова, ветеран кино Якутии, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот как изменился кинорынок в период пандемии? Какие-то, может, новые тенденции появились? Во время пандемии, начнем с того, что пандемия вообще у нас по России началась в прошлом году, в конце марта, да? Все началось с Китая, да? Там закрылись кинотеатры, потом в Америке закрылись, и в марте 2020 года у нас то есть у нас в России тоже закрыли по сентябрь 2020 года. В это время, именно в 2020 году очень должно было выйти крупные блокбастеры, порядка штук 20, да? И были изменения в том плане, что все эти крупные блокбастеры должны были передвинули свои выходы на неопределенные даты, и это вообще, скажем, очень повлияло на репертуар наш во всех кинотеатрах.
Вот такие были изменения. Ну, кроме зарубежных блокбастеров, некоторые фильмы наших якутских кинорежиссеров также были перенесены. Тот же самый Егор Да. Чирин. Его Да. практически на год передвинули. Да, А вот передвинули. сейчас при наличии таком хорошем, большом выборе именно онлайн-платформ для просмотра кинофильмов, как все равно зрители относятся вот именно к киносеансам? Стали меньше ходить или все-таки Да, вот так же после ходят? открытия кинотеатров. После открытия, да, вот сейчас, согласно вот требованию Роспотребнадзора, по рекомендации, да, заполняемость залов во всех кинотеатрах до 50%. И сейчас кинотеатр просто не заполняется. Все кинотеатры вот максимум на 50%. И я бы не сказал, что сейчас... Но все равно наш зритель остался, да, который вот любит именно... Соскучились. Да, всё равно. соскучились, да. Которые именно любят большой экран. И мы очень благодарны и любим наших зрителей. Если бы не наши зрители, да, вообще вся киноиндустрия бы во всем мире бы, она вообще так бы не развивалась, и в том числе и в республике нашей. Понятно. Вот вопрос к Ольге Валерьевне. Вы как... Оксане Валерьевне, извините. Вы вот как ветеран кино, вот, давно работаете в этой отрасли. Как изменился зритель? Каким он был, каким он стал? Ну, зритель стал намного требовательнее, конечно, и к показу фильма, к техническим данным, к удобствам, к обслуживанию. В этом плане, да. Ну и немножко возраст изменился. Заметила, что старшее поколение, то есть люди, которые десятилетиями там могли не ходить, вот буквально последние 3 года именно на российские фильмы и на якутские фильмы приходят, и довольно-таки неплохо. Как вы думаете, с чем это может быть связано? Ну, тоже российское кино, допустим, очень Развивается. Да, сейчас развивается в данный момент, и есть неплохие очень фильмы, и люди интересуются, и, соответственно, старшее поколение тоже, они же помнят советское кино, и поэтому с радостью пришли и очень довольны. И рекламы много сейчас, как раньше, скажем. А можете поделиться, вот, как составляется репертуарный план кинотеатра? Репертуарный план составляется так, что в год 1-2 раза вот проводятся разные кинорынки, да, туда едут со всех кинотеатров, собираются вот кинобукеры. Это непосредственно те работники, которые отвечают за репертуар, и там приезжают дистрибьюторы и, конечно, свои фильмы там презентуют. И предпоказы бывают. И там выбирается и составляется определенный список. Из этого определенного списка тоже вот мы, работники кинотеатра, вот, там по отзывам, по рейтингам, по то, что зритель именно ждет, составляем список и составляем репертуар из этих фильмов. А вот расскажите про якутского зрителя. Да, есть ли какие-то отличия? То есть вы же заказываете репертуар все равно под нашего зрителя. Под наш менталитет. Мы так думаем. Или одинаково? Ну, одинаково. Блокбастеры. В основном сейчас что там? Голливудские блокбастеры там выходят. Или наши отечественные, либо наш якутский фильм. Стараемся выбрать такие фильмы, на которые бы народ, зритель пошел. А последний кассовый фильм послепандемийный? Послепандемийный? Какой фильм это мой? Я, честно, даже не помню, какой. Последний фильм какой сейчас? Наши вот агент Мамба хорошо собрал, вот, отечественный, якутский, да, якутский фильм. Еще вот голливудские, которые вот недавно вот вышли вот до вот там, скажем, такие вот Кристофера Нолана, потом еще. Народ соскучился, да, ходит. Оксана Валерьевна, может быть, вы помните 20 лет назад, вот что было популярно и что было интересно нашему зрителю? Ну, в принципе, популярны также мировые все премьеры. В принципе, вот, вкус остался практически тот же. Есть семейные фильмы, есть мультфильмы, в конце концов. Там, ну, все жанры разные, и вкусы меняются немножко.
А какие сеансы у нас предпочтительнее среди Да, зрителей? в какое время больше Может зрителей быть, ходят? Самый день такой, в который прям приходит Или- наибольшее количество людей. Это, наверное, все зависит от фильма, да? Да. Нет таких предпочтений, что вот именно по времени. Фильм, скажем так, если хороший такой фильм, да, вот народ ходит. Хоть И утром, утром, хоть, да, и- конечно. Кинотеатр открывается с 9 утра, и, скажем так, с 9 утра уже народ уже ходит в Сейчас кино. у нас очень хорошо развивается наше якутское кино. Вот как его воспринимают наш кинозритель? Составляют ли они достойную конкуренцию тем же самым американским и зарубежным блокбастерам, либо тем же каким-то кассовым российским кинофильмам? Конечно, составляют. Наш, скажем так, якутский кинобум, он некоторые фильмы даже вообще лучше собирают, чем голливудские блокбастеры и наши отечественные фильмы. Скажем, тот же «Агент Мамбо» вот хорошо очень собрал. А вот вы, как профессионалы кино, вот, какие фильмы рекомендуете к просмотру? Мы рекомендациями не занимаемся. У всех разные вкусы. У всех разные поэтому- вкусы, да. Кто-то любит там А сами что любите? ужас смотреть, кто-то там боевики. Я сам лично люблю смотреть кинотрилогии, там Джона Толкина, например, вот «Властелин колец», там «Хоббит». И разные экранизированные там по журналу Marvel, скажем, там по комиксу Marvel, там «Мстители» люблю смотреть. Вот такие вот. Оксана трилогии. Валерьевна, а ваши какие предпочтения? Ну, у меня такой кругозор разнообразный, поэтому я и российские. То есть я посмотрю на качество фильма, наверное, больше. Ну, То и есть вы как немножко профессионал, да, его на воспринимаете содержание, больше? да. Ну и там, соответственно, ну, все равно, наверное, на спецэффекты смотришь, как-то вот сравниваешь. Поэтому у меня конкретных таких любимых фильмов нет. Экшена, наверное, любите. У вас есть сейчас прекрасная возможность поздравить своих коллег с профессиональным праздником. Хотелось бы поздравить. Сегодня у нас 27 августа профессиональный наш День российского кино. Всех, кто именно связан с киноиндустрией у нас в республике и в городе Якутске, я пожелал бы крепкого здоровья, чтобы не болели и, наконец, чтобы эта пандемия и всякие эти ограничения, они как бы уже устранились и все мы вернулись к прежней жизни. Ну что ж, спасибо Поздравляем большое. Мы вас, также да. вас поздравляем с вашим праздником. Присоединяемся. Тем, кто в августе и в сентябре собирается в отпуск в Крым, могут быть получены не самые приятные впечатления от своего отдыха. Дело в том, что в прибрежной зоне Азовского моря в эти дни наблюдается нашествие медуз. Появление тысячи морских обитателей ученые объясняют аномальной жарой, из-за которой повысился уровень солености воды. Крымчанам и туристам теперь приходится соревноваться с полчищем медуз за место под солнцем. В прибрежной зоне Азовского моря нашествие тысяч этих морских обитателей. Вода больше напоминает желе. Отдыхающим приходится искать более подходящие пляжи. Те же, кто обладает стальным характером, рискуют зайти в море. Но впечатления, говорят, еще те. Как впечатление? Ой, очень пахнет! Да, вам придется расталкивать медуз. Это такое вот клейкое, неприятное прикосновение, такой желеобразный, холодный, отвратительный контакт. Вот. Плюс еще они жалятся. Ну, надо им отдать должное, они не специально жалятся. Просто когда вы толкаете их руками, они, соответственно, выбрасывают свою жидкость, да, она очень жалит, и следы остаются. Экстремально высокую численность медуз ученые связывают с изменением климата, из-за которого повысился уровень солености воды, а это идеальное условие для их размножения. Плюс в море большое количество пищи и почти нет естественных врагов. Уровень солености в Азовском море определяется основными факторами. Это балансом стока рек и количеством черноморской воды, поступающей в море. За последние годы засушливые сток основных рек Кубани и Дона значительно снизился, соответственно, повысился уровень и соленость. И, похоже, бархатный сезон на полуострове туристам придется провести в компании этих существ. Специалисты прогнозируют, что их численность будет высокой до конца сентября. Подобные нашествия происходят уже третий год подряд, и, вероятнее всего, они будут повторяться снова и снова.
Кстати, вот да, сравнительно недавно, по-моему, даже в понедельник мы рассказывали о том, что в некоторых ресторанах от курортной зоны появились те самые новые блюда экзотические из медуз. А теперь, оказывается, в Крыму... оказывается, их вот переполненное море. Ну а самое время подкрепиться, раз уж начали тему ресторанов. И далее наш шеф-повар покажет вкусный и полезный завтрак. Всем доброго утра, меня зовут Андрей Мустяц, я бренд-шеф ресторана «Шпинат и мясо». И сегодня мы с вами приготовим банановые панкейки. Подавать мы их будем с вареньем из черной смородины, свежими ягодами и мятой. Итак, для этого рецепта нам понадобятся бананы, молоко, растительное масло, яйцо, разрыхлитель, соль, сахар и мука. Для подачи, как я уже сказал, нам понадобятся свежие ягоды, мята и варенье из черной смородины. Итак, приступим к приготовлению. Так, для начала мы смешаем все жидкие ингредиенты. То есть бананы, предварительно я их размял вилкой. Молоко. Желательно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Яйцо. Так, затем муку и разрыхлитель мы перемешиваем вместе. Разрыхлителя здесь примерно 1,5 чайной ложки. Такое большое количество разрыхлителя объясняется тем, что банан очень плотный такой продукт, и чтобы у нас произошло поднятие нашего панкейка, вот мы добавляем такое количество разрыхлителя. Так, в наше молоко добавляем сахар и щепотку соли. Венчиком перемешиваем сначала полученную массу до однородности. Затем добавляем растительное масло. И после этого небольшими порциями всыпаем муку. И параллельно перемешиваем. Тесто у нас должно получиться примерно такое же, как мы дома готовим оладьи. Так, наше тесто готово. Приступим к выпеканию. Так, сковорода наша разогрелась. Приступим к выпеканию. Ждем, когда на поверхности теста появятся пузырьки. Это означает, что уже можно наши панкейки переворачивать. Жарим примерно 1–1,5 минуты. Наше тесто вот начало покрываться пузырями, соответственно, уже, наверное, можно его переворачивать. Тем временем я подготовлю для подачи ягоды. Клубнику разрежем на 2 части. И голубика у нас уже, будем ее класть целиком. Так, наши панкейки готовы. Приступим к сервировке. Так, выкладываем панкейки друг на друга. Сверху выкладываем варенье из смородины. Украшаем свежими ягодами и мятой. Итак, наш вкусный, сладкий завтрак готов. Я хочу вам пожелать приятного аппетита и хорошего дня. Броня вместо сцены. Белорусская делегация при поддержке российских артистов балета удивила публику необычным представлением на армейских международных играх. В Подмосковье во время соревнований по танковому биатлону из люков боевых машин появились танцоры и исполнили отрывок из балета «Лебединое озеро». Но на этом фантазия режиссеров не иссякла. Во время номера к артистам имперского русского балета прибыло подкрепление. 4 танка Т-80У и ДМБ
4 на военном полигоне. Они крутили пируэты и фуэте под музыку Чайковского. Соревнования по танковому биатлону Министерства обороны России проводятся с 2013 года. Но я думаю, такое они увидели в первый раз. Да. По-моему, это две самые такие Сочетание вещи. несочетаемого, да? Это как раз-таки то, что вот подчеркивает наш российский колорит. То есть в чем мы сильны именно? В отваге, в защите Отечества и, конечно же, наш прекрасный балет. Ну что ж, мы напомним вам наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Пишите, звоните, пишите. Друзья, а мы по традиции завершаем наш пятничный эфир музыкальным номером. А вам желаем хороших выходных и встретимся на следующей неделе. Всего самого доброго.